Первым делом на заседании из числа избранных депутатов был выбран Сахамин Афанасьев в качестве члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Он работал долгое время во многих районах республики, в том числе и в арктических улусах, хорошо знаком с жизнью населения и его проблемами. По словам коллег, это поможет ему при новых обязанностях. Обладает хорошим опытом. Думаю, что он будет достойно представлять Государственное собрание ЛТМ Республики Саха-Якутия в Федеральном собрании и будет защищать интересы нашей республики совместно с Егором Ивановичем Борисовым. Мы на него очень надеемся, желаем удачи, крепкого здоровья, и чтобы мы в его лице получили достойного сенатора. Одобренные кандидаты, многие из которых в должность министров вступили впервые, уже наметили себе план работы. Они все хорошо знакомы со своей сферой, потому намерены немедленно приступить к действиям по улучшению качества жизни населения. Время, как говорится, на раскачку не дается. Мы не пришли с другой сферы в сельском хозяйстве, работали долго, поэтому буквально с сегодняшнего дня мы будем продолжать начатую работу, будем вести в нормативные документы изменения, соответственно, будем формировать рабочую команду и идти только вперед. Также народные депутаты дали согласие на назначение Петра Попова на должность министра экономики, Павла Багананова на должность министра имущественных и земельных отношений. Артем Александров станет министром сельского хозяйства и продовольственной политики, а Гаврил Кириллин продолжит работу министра по внешним связям и делам народов. Все министерства планируют работать сообща. Каждое министерство – это механизм, винтик одного большого механизма часов. Одно министерство оно не сможет полностью исполнить все поручения или задачи. Это работа комплексная всех министерств, поэтому в первую очередь должна быть слаженная комплексная работа всего правительства, чтобы каждый понимал, что он должен делать, куда идти и достигать тех целей, которые поставили перед ним. Стал известен и председатель правительства Республики Саха-Якутия. Им по единогласному решению стал Кирилл Бычков. Борьба с бедностью, развитие сельского хозяйства, экономики, промышленности – все эти вопросы важны и будут приложены все усилия по разработке стратегии по их разрешению в течение следующих 5 лет. Глава Республики Саха-Якутия Асен Сергеевич Николаев поставил очень четкие, амбициозные, но реалистичные и, самое главное, актуальные цели для работы правительства на текущие 5 лет. Хотел бы отметить, что у нас ведь подписано постановление Совета Федерации в конце 2022 года, которое определило основные направления деятельности, и реализация этих планов и этих проектов будет также одной из основных задач правительства нового состава. Народные депутаты назначили также первых заместителей председателя. Ими стали Дмитрий Садовников и Джоустан Борисов, имеющий большой управленческий опыт, как отметил глава республики. А заместителями председателя станут Георгий Степанов, Анатолий Семенов, Ольга Балабкина и Сергей Местников. За каждым закреплен блок в правительстве в различных сферах жизни населения. Марина Захарова, Павел Пахомов, Семен Семенов, Якутск.